Так, немножко поговорить на всякие разные темы там, которые возникли за, за эту неделю, может быть, короче, пообщаться с аудиторией. Сейчас я, сброшу линки в. Ждем, пока подключится актив, так скажем. Сегодня я не с ИБС решил зайти, решил с телефона зайти. Ну, поэтому, сейчас, подождите, иконки. Иконки нужны, иконки. Святого неопалимого. Святого неопалимого Леши. Не бутербродного. Сейчас иконки смонтировал. Сбегаю за чайком. Так, ну что, пока молились? Молились на иконочки? Молились или нет? Святой не бутербродий. А это... Что у нас? А это просто великомученик, короче. Ну, так, ладно. И под этими святыми иконами поговорим по поводу мероприятия, которое там 1 марта планируется в Берлине. Я постараюсь присоединиться к этим мероприятиям, но, увы и ах, короче, нас не финансирует USAID, в отличие там от всяких русских, хороших русских оппозиционеров и все прочее. Да? Поэтому, к сожалению, за свой счет
может, и к счастью. В общем, решаем сейчас вопрос, может быть, там, ну, группа активистов просто соберется отсюда, из Варшавы, и это будет, так скажем, ну, несколько дешевле, короче. Так, сейчас. Нажарай, Боро, Сайн. Так, 11 человек смотрит, и почему так мало комментариев? Вот это меня больше всего удивляет. Может, новости кто какие там предложит, что там в Бурятии творится. Сегодня я рил записывал, кто-то говорит, там в Бурятии метель какая-то, что-то там. Погода хреновая. Ой, Лука Мудищев у нас в чате постит эти, как его. Сейчас мы этого уберем. Триколоры постит, короче. На моем канале рашистские символы запрещены. Так. Ну, какой-то дурачок тут возник. Так. Персонажи тут повылезали. Так. Этого дурачка тоже исключим на 24 часа, короче. Персонажи, короче, атакуют. Ну вот на этой неделе там, например, случилась такая ситуация, что есть активист Курбский. Он еще, по-моему, в 2014 году, если я не ошибаюсь, покинул Россию, жил в Украине. Даже, по-моему, с оружием в руках защищал суверенитет Украины, короче. И вот он пишет, что после включения в этот список 172 значит, террористических организаций, центр-рыночники, ну, в разных регионах, видимо, они разные, короче, ну, и вот они поперлись там, значит, пугать каких-то там престарелых родителей, тещу какую-то напугали и так далее. Ну, в общем, поэтому всем вот этим бурятским активистам, которые там в США находятся, ну, я более чем уверен, что это все такое там вокруг около коммуняцкое, там все прочее, вот это вот вся агентура, так скажем, влияние. Там, их заслали в Америку для того, чтобы следить за буритосами, как они там, значит, не капитализируются ли, не возникает ли там национальная какая-то идеология. Ну, я так посмотрю, правого спектра в Америке, его, конечно, полно, но неорганизованность, к сожалению. То есть вот праваки всегда отличались способностью к организации, к самоорганизации и так далее. Но вот это, видимо, люмпино-комбедовская масса, она вот этого боится. Она боится того, что буряты обретут независимость и суверенитет. И поэтому, естественно, если агентура, вот это все вот эти вскормленные, так скажем, совком эти всякие дочери ментов, там эти сами менты, которые полностью там на этом существовали. Ну да, там их уволили там в 35-40 лет, короче. Они в США едут, и у них такая идеология, что ну у меня же там пенсия где-то в Рашке, там хату еще где-то отжал у кого-то. Был же такой случай там, значит, у одного товарища, который уехал в Москву и просто хату закрыл, короче. Через какое-то время он приезжает, и там в хате люди живут, короче. Ну, такие же буритосы там и так далее. А типа, на каком основании вот, ну, типа, не платил ты за жилье, короче, мы туда заселили нуждающегося. И самое главное, что так все провели, что, короче, чувак, наверное, там мог лишиться собственности, но я не знаю, как это все там решается, но, в общем, смотрим. Так.
великий Лёшка не бутербродный. Давайте поговорим, какие есть, ну там, короче, из последних новостей в Соединенных Штатах Америки. Все колбасные и не колбасные мигранты, особенно те, которые совершили правонарушение и сидели в тюряге. То есть, вот смотрите, из-под границ там, ну, какие-то ролики и так далее, выходит, что огромное количество типа мексиканцев там загрузили весь карт машины, короче, выезжает. Я вам поясню, что за ситуация. Многие, может быть, совершенно не понимают, да, думают, что ой, там какие-то нелегальные мигранты убегают и так далее. На самом деле, смотрите, есть сезонные рабочие, они получают визы, значит, чуваки, которые их там приглашают, часто американские фермеры, они тратят время, эти визы вообще, ну, просто вот так штампуются, чуть ли не электронные они, да. И часто вот эти мексиканцы, например, или, ну, я более чем уверен, что там 99,9% это мексиканцы, они заезжают на территорию США, и вот им зачем, например, ну, снова выезжать, да, то есть вот сезон закончился, то есть там никто тебя не гонял, никаких там ограничений по передвижению в США не было, короче, да, ну, то есть ты мог сезонно поработать, скажем, где-то на сборе урожая, потом там поехать на другой сезон сбора урожая там и так далее. Это очень выгодно. И тем, которые, фермерам, которые там, значит, выращивают урожай, и им выгодно, потому что они там, ну, черным налом там получают деньги, короче, могут вообще в принципе не отсвечивать. И там есть такие персонажи, которые вообще своей даже легализацией, находясь в США, там 30-40 лет, короче, даже никогда не занимались. У них родились дети американцы, граждане и так далее. Ну, вот они не выезжали. И там, значит, в преддверии Трампа там было такое, что многие, кто, там, скажем, дети озаботились, а батя-то нелегал, там даже внуки, там уже правнуки, может быть. И они такие подарки делали, то есть они чувака легализовывали. Но они-то уже американцы, и ну, такие процессы шли, короче, в общем. В итоге есть такой нюанс, тонкость. Если тебя поймают, такого нелегала, который по визе заехал, и они вот эти все нелегалы, раз не выехал, они же смотрят по документам, заехал, но не выехал. Мигрант в США. Ну, не мигрант, трудовой мигрант, да? Который по временной визе трудовой. И он попадает в нелегалы, потому что я более чем уверен, что нет четкой оценки именно реальных нелегалов, которые не без визы, а просто вот границу перешли и так далее. Кто-то говорит, что там, ну я не уверен, что их там 17 миллионов там и так далее. Ну, понятно, что достаточно большая масса, Америка же большая, огромная страна. И тут фишка такая, что нужно разделить на два. То есть есть легальные мигранты, которые остались в Соединенных Штатах Америки, просто не выехали. И есть по-настоящему нелегальные мигранты, которых проводят койоты. Довольно за большие деньги. А койоты это мафия, это картели и так далее. То есть никто на это внимание не обращал. Почему? Потому что мало преступников было. В основном это были люди, которые, ну, хотели заработать, то есть у которых есть долги, там где-нибудь Гватемала, там Никарагуа и так далее. Они залезали в долги для того, чтобы отбить эти бабки, поработав, значит, выехать. Часто там люди дебильные, в общем, там не знающие, как документы оформлять и все прочее. Они даже боятся какую-то официальную там помощь во времена ковида там получать или еще что-то в этом роде. А кто-то наоборот рад. У кого там кредиты, например, какая-то закредитованность, и там я такой тикток встречал, что там сидит, значит, какой-то товарищ, его там депортируют, и он говорит, ну, типа, меня депортировали с долгами там в 40 тысяч на кредитных картах, типа. Ну, то есть для него это может быть плюс, даже большой. Поэтому, ну и я думаю, что рашкованцев таких тоже полно, которые там кредитов набрали, там, может, на ведение бизнеса и так далее, и тоже ждут депортации, короче. Так вот, эти вот цифры чисто условные. И эти, безусловно, рабочие мигранты, они вернутся. Единственное, что, почему они выезжают добровольно, потому что если ты добровольно выехал, то это не так, как если тебя депортировали там в Америке немножко. Это то же самое, как вот, например, у тебя есть два варианта. Оплатить штраф и сесть. И вот один такой персонаж, короче, он сел в тюрягу, а это считается уже правонарушением. Короче. То есть это как уголовка фактически. Что ты сидел в тюрьме, это уже много чего значит. Ну и вот этот персонаж, конечно, он
если его на улице поймают. А давайте сделаем так, чтобы его поймали. Надо просто выяснить, вы мне тайно сообщите, короче, в телеграм-канале или же на почту, которая вот под этим написана, где этот персонаж. Я сам напишу в этот, как его, значит, там палочная система, он прекрасно знает, что это такое. Мы его депортнем. Депортнем, приедет он в Россию, и как один техасский судья сказал, ну, вас же будут пытать, но не убьют в российских тюрьмах, короче. А мента, позвольте, ну, никто пытать и не будет, он поедет на ментовскую зону, короче. Поэтому сейчас там, ну, по сообщениям моих агентов, короче, его там периодически видят, что он там трется там где-то с какими-то малозначимыми персонажами, короче, фотки какие-то делает там. Но еще немаловажный момент, нужно вскрыть сеть вот этих товарищей, которые в США пишут кейсы буритошкам. И нужно вскрыть, почему? Потому что, ну, я предполагаю, кто это. И нужно вот сейчас в эту именно администрацию Трампа это сделать, потому что мы не знаем, скольким и кому конкретно они писали. Одно дело это какой-то политический активист или там, например, скажем, экономический беженец, да, это одно. А другое дело, что если это бывший мент какой-нибудь, бывший прокуроришка или там какой-нибудь, кто работал в этой теме где-то около, короче, да, то есть надо перепроверить. Поэтому я говорю, нам, правым бурятам, которые выступают за суверенитет и независимость Бурятии, за бурятскую нацию, чтобы не там никто попало, там ни половинки, ни четвертинки, ни там с бабкой с русской, ни с деткой русской и так далее, нам указывали, как нам жить, да? Как мы будем строить свое собственное национальное государство, исходя из наших бурятских мыслей. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, и Бурятия от Енисея до Амура. Вы сейчас видите на заставке это. Так. Ну да, но это уже хотя бы больше, чем что-либо ни было, короче. Вот наблюдатель пишет, по 4000 мексиканцев за 4 года Трамп только 1 миллион может депортировать. Зутан, расскажи насчет Абаева, как-то получилось, что вы участвовали в выдворении, после чего он суицид. Ну, что там, это же предание старины глубокой, короче. Предыстория такова, что Абаева покинули, я так понимаю, ну, родственников не было, он всех своих сыновей схоронил. Родственников в Тувы, я так понял, что он до своей особо не допускал. И он же там в свое время делал вот что-то типа подобного, что-то типа секты такой. Какой-то чань-буддизм, там еще там что-то в этом роде. Да, ну какую-то книжку перевел американского автора. Ну и вроде как стал специалистом в Бурятии. Ну и, естественно, там возле него терлись вот эти все крадунишки, воришки, вот эти все непонятные, малопонятные эти всякие тетки из всяких там ассоциаций по типу там этот наследие Айлун, там еще что-то, короче, ну какая-то всякая шантропа. И он потом, вот где-то, видимо, с середины 2000-х годов, он начал вдруг толкать, короче, фактически выдумывать или опираться на какие-то, значит, исследования, там, скажем, по американским шаманам и так далее, ну, нью-эйджевскую тему начал толкать, короче. Ну, типа воссоздавать по каким-то этим, стал шаманом, бубен у него там был, все прочее, короче. Ну, в общем, под конец жизни он сошел с ума, судя по всему. Но на момент выселения, когда мы с БНД его выселяли, короче, он вполне адекватный был. И там такой персонаж присутствовал, Илья Мукашов, короче. И ситуация была такая, что его все покинули, все вот эти вот, которые там, значит, покушались на его участки, там какие-то там еще там что-то, он фиктивно оказывается. Не фиктивно, он, видимо, может быть и не женат был, или может быть у него какие-то долги были, но в какой-то период времени он со своей женой Абаевой он разводился. Потом, когда его там хоронили, уже Абаева предоставил, что они снова там поженились, ну, расписались, короче,
Вполне возможно, что он это сделал для того, чтобы, ну, там какая-нибудь любовница его там приютила и так далее. Но вот в тот год у него, видимо, ну, окончательно было понятно, что у него что-то с головой случилось. Он, видимо, уже, ну, то есть два пути. Либо его жена забирает, либо он идет там в дом для престарелых, где уже с кукухой поехавшие. Ну и он зачем-то этого приютил товарища, короче. И они там устроили на пару срач. И одна из его, значит, вот тех, кто ему помогал по жизни, короче, бескорыстно сняла ему хату в этом доме, короче. Но она предупредила, что хату снимается только на 1 месяц, короче. Дальше этот человек, ну, Абаев, он должен был сам там заниматься, короче, ну, искать жилье или там, чтобы его там кто-то забрал, короче, да. Ну, как это, видимо, бывало. А ситуация до этого была такая, что он полгода не платил бурятам каким-то там. И эти буряты вместо того, чтобы полгода назад этого Абаева выкинуть, короче, ну просто на улицу выпнуть и все, и тогда бы проблем не... Ну, живой бы был, ну, бомжой бы был, наверное, да. Они его вот так продержали до какого-то времени, короче, не выселяли. Типа, ну, старый, мол, там еще там что-то. А по мне так, ну, извините, если ты к старости остаешься один, это твои проблемы, да. Вот одинокий, никчемный, умалишенный, без денег, короче, это, извините, твои проблемы, это вся твоя жизнь тебя вот к этому вела, короче, да. Что-то где-то он сделал неправильно по своей жизни, короче, что привело к этому. Мошенничал, может, обманывал, может, убил кого по молодости. Там в ТВ же мы вообще не знаем, что там происходило. И вот карма у него такая, на самом деле. Ну, мы его выселили на поруки этого, как его, Илюши Мукашова, короче. И у меня, ну, потом, когда, конечно, неприятно это, что там сдернулся там и так далее. Но потом там бегала такая дурочка, полуякутка. Как-то я ее забыл уже. И она везде всем трындела, короче, про меня, что я якобы являюсь родственником бывшей жены вот этого Абаевой, короче. И я там претендую на какие-то участки. Бегала она там в Риском, там в обком, там еще куда-то бегала, короче, говорят, там уши прожужжала этому. Значит, это, ну, она-то какое отношение имеет вот к той собственности, к той недвижке, короче, которая вот это. И она создала там в интернете какой-то миф, что я там, еще там кто-то, Абаева, там еще кто-то, его, этого бедного несчастного Абаева прибили. Хотя я более чем уверен, что к его смерти непосредственно причастен вот этот Илюша Мукашов, который приехал с матримониальными планами к этой к Ольге Бащенковой, короче. Видимо, позарился на ее 120-метровую квартиру пятикомнатную, да? Ну, ну это, Бащенкова-то не дура, короче, ну, в общем, это, сразу нищеброда-то отбрила, короче, ну, она же видит, ладно бы он там на Лексусе приехал, там, и так далее, денег бы, ну, водил бы ее по ресторанам и так далее, а там приехал нищеброд. И у меня подозрения сложились, что вот этот нищеброд как раз этого Абаева-то в петлю-то и засунул, короче. Ну, потом свалил, а когда Абаев протух, потому что, ну, там его в закрытом гробу хоронили, то есть там нечего было, в общем-то, даже восстанавливать, короче. Я так подозреваю, что просто эти местные менты, они не стали там разбираться в этих делах, в общем-то. Ну, я готов был тогда ментам, значит, пойти и там всю вот эту, потому что это верещала же дурочка-то, надо было на нее тоже за дефамацию там подать, короче, ну, рублем наказать эту тварь. И, короче, ну, жизнь такая, не люди такие, жизнь такая, всякое бывает, короче. И вы когда, вот все, кто там, хуйлу там, русским жопу лижет там, вот так далее, короче, вы помните о своей судьбе. Что вот так рано или поздно останетесь одни, короче. Понимаете, всеми брошенные, в том числе брошенные своими учениками и так далее. И залезете, короче, в петлю. Или он, как Лешка Навальный, где-нибудь там от сердечного приступа помрете. Так, а Чирциденов, сейчас ты в бан у меня улетишь. Так, на 30 минут, так. Так что лишний раз мусолить эту историю? Ну, помер старик. Умер Абаев, да и хуй с ним, как говорится. Чего вы там это, как его? Помер, да и все, что там. Непосредственно наше выселение к этому отношения никакого не имеет. Потому что он же там заселился куда-то.
Это, наверное, этот заблюрил, это, наверное, этот Хасоев, короче. Он сейчас мстю готовит. Наверное, скоро там ролик вылезет какой-нибудь, короче. Ну, мы добьемся тоже через, подождите, время придет, короче, и в самый неожиданный для Хасоева момент он отсюда депортнется с Польши. Депортнем его. И покатится он колбаской по Малой Спасской. Дорого все это, самолеты гонять, они потом обратно лезут любыми путями. Ситуация такая, что Трамп уже добазарился вот с этой президентшей мексиканской по поводу того, что они на границе разместят более 10 тысяч солдат, короче. А мы знаем, как мексиканцы будут с этими заниматься. Они их просто не будут пропускать. Они, наверное, натравят еще картели. И вот те, которые сами собрались туда, ну, не через койота, короче. Ну, я думаю, что их там ждет, конечно, печальная судьба. Там где-нибудь там плантациях будут батрачить этих картельских там и так далее. То есть сигнал четкий и ясный. В президентство Трампа никто не полезет туда, в Америку. Если их депортнули, они будут ждать, пока Трамп кончится. Будут ждать следующие 4 года, короче. Ну, знаете, запретный плод. Америка как запретный плод. Все, кто там пожил, хотят туда, в Америку, вернуться. Ну, дурачки какие-нибудь шизофреники есть, которые там, вот, мы таких встречали там на открытом микрофоне, там, дурачок. Я, говорит, 5 лет прожил, ну, а потом, видимо, ну, этот у него манифестация произошла психического заболевания какого-то. И он в Россию уехал. Да, в России, говорит, свободы полно. Сейчас, правда, ничего нет. Нос-то они там не показывают нигде. Но фишка в том, что дурачки-шизофреники есть такие. Так что если вы опасаетесь сейчас ехать, ну, копите ресурсы. Трамп не вечный, через 4 года политика, наверное, изменится. Опять этот вакизм вернут. Ну, под другим соусом, конечно. Но за это время мы надеемся развалить Рашку с помощью Трампа. Китай уже очень так, как бы, ага, там, многие не понимают, там есть вот эти левацкие видео, короче, типа, ну это же ты заплатишь типа, вот Трамп-то вводит пошлины, но это же ты платишь в конечном итоге. Логика-то совершенно другая. Ты защищаешь американского производителя. Вот что Трамп делает. Он защищает американского производителя, поднимая пошлины. Вот сравните вражки, да? Есть никому никчемный российский автопром. Они настолько пошлинами все обрезали, что цена этого автопрома, да, вместо там 1400-300, да, она поднялась до 1,5 миллиона. А что, говорят? А давайте, ну он же все равно вынужден что-то человечек покупать на то, чтобы не мерзнуть на улице там со всеми в этих автобусах стоять. Он вынужден что-то покупать, короче, да. В основном потребитель вот этого рожкованского автопрома, это вот Северный Кавказ. Я не знаю, что они там, медом у них там намазано или что ли. Ну, покупают вот это говно все россиянское. Там особенно, потому что на Дальнем Востоке, ну, извините, там в 89 году завез какую-нибудь Короллу японскую, ну, она до сих пор у тебя форцает, там катается, ну, худо-бедно, да? Ну, и потом многие успели уже поменять на другое японское корыто. Вот в нашей в республике Бурятия никаких пошлин не будет. Мы не будем производить автомобили, мы будем способствовать тому, чтобы завозили новые автомобили. Желательно пикапы, на пикапы ставим этот, как его, ДШК, да, пулемет. Ну и бурятскую тачанку освобождайку сделаем, короче. То есть сейчас, если есть возможность, завозите, короче, пикапы. Потому что у населения будем реквизировать, короче, для того, чтобы Бурятию от Енисея строить. Бурятия от Амура до Енисея строить. На чем? Конечно, на пикапах. С антидроновой защитой. Так. Наблюдатель там пишет, короче. Вот наблюдатель, ты мне черкани адрес. Адрес этого Баиндулина, короче, скинь. Где он там в каком хостеле бичует, короче. Мы туда натравим. Я прям напишу анонимное письмо, короче. В депортационном скажу, что там преступник сидит, короче. Который может находиться в розыске у ФБР. Сделаем это дело, короче, примут его под задницу. Ну и посмотрим, как он там будет это, как сопротивляться, короче. Сколько ему там вражки лет дадут? Ну, формально, то есть они дело-то уголовное завели, чудное, короче, какое-то. Тоже
какое-то малопонятное, короче. Ну, может, ему орден дадут, скажут, что вот молодец там, товарищ БНД там, короче, ограничил поток, значит, желающих покинуть Рашку, типа там, короче, буритосов, там, счастье главным коммунистам назначим, короче. Ну, может, тоже там ему там на уши. Но по такой статье, по которой его там разыскивают, он на фронт не попадет. У него не удастся там это, как его отбиться, короче. Так что это не фантазируйте. Ну, с другой стороны, мне кажется, что его раньше завалят времени, чем это, как его, чем вообще куда-то депортируется. Так, Виктор Андреевич, что за актер? Михаил Кандауров, привет, Ким Чен Ын. Рано еще, рано. Наблюдатель, ты, кстати, очень неграмотный. Суицид. Суицид. Не суецид. Ну, в общем, скоро ждем, короче, этот Хасойка намиксует, короче, что-нибудь. Выйдет опять. Вы видели, кстати, где он там мне факи показывал-то, короче? Весь какой-то недовольный, больной какой-то, отекший, короче. Ну, модненький такой. Тоже, наверное, с помойки где-то отоварился, короче. Да. Почему вот они все белые любят, гомосексуалы? Скажите мне. Я вот все время с детства помню, что белые это гомики, педики носили, короче. Ну вот, видимо, это... Ну вот, блядь, первая статья. ЛГБТ, мода, короче, белая одежда. Ну, так что посмотрите там эти факи, будет смешно. Виктор Андреевич, блядь, откуда патриоты у меня тут эти записались путинские, короче? Рашка, вонючая Рашка, никчемная. Русня! 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 Тоже тут сидите, да, в Варшаве, короче. Бизнесы делаете, тоже вам всем поприкрываем нахрен. А то понаехало всякого сброда сюда. Всю русню, короче, с Польши. Вот сейчас, я не знаю, там выборы президента будут. Не, ну хотя да. Здесь в Польше, наверное, кандидат от ПИС-то не наберет, мне кажется. А вот если какой-нибудь... А, не конфедерация тоже. Конфедерация надрачивает на этих товарищей. Нет, все-таки нужно, чтобы демократический кандидат выиграл здесь. Будем над этим работать, молиться за демократического кандидата. Почему? Потому что демократы не любят диктатуры, короче. И вот всех, кто поддерживает диктатуру, всех под ноготь, короче, и на депортацию. Пишите, пишите. Пишите комментарии. Особенно, если вы из Польши. То кого на фронт, короче, отправим, кого на ноль. Кто тут это застрял, короче, или там взятку дал, там ТЦК свалил, короче. Тех на фронт. Кто из Рашки, тех тоже на фронт, короче. Тоже депортнем. Оба нахрен, ни хрена себе. Вот сейчас гляжу, мне информация поступила о том, что вот Молодаева, она собирала, короче, людишек в центре Роза Люксембург, короче, в США. Я такой думаю, блядь, Роза Люксембург, это же пиздец, ну это ж совершенно ебанутая баба, короче, ну, которую правильно там ликвидировали в свое время, в каком там, в 18 или в 19 году, короче. Ну, решил глянуть, что это за хрень, короче. Гляжу, а у них главный, короче, он в ГДР родился, блядь. Представляете? В Бундестаге 12 лет сидел, короче.
А в марте 24-го возглавил офис Розы Люксембург в Нью-Йорке. Причем смотрю на карту. Роза Люксембург, короче. В Москве есть отделение, и есть в Киеве. И даже здесь есть. В Польше. Ничего себе. Ну, то есть это вот... и самое главное, что их сайт в Польше не работает. Нету, короче, отключен написано. То есть вот это типично. И в Китае у них уже у Розы Люксембург есть. Вот, ну, вы когда ходите на какие-то мероприятия, вы внимательно проверяйте, что за организация вас принимает. Ну, то есть, слушки-то были о Молодаевой, о том, что, ну, там, вот этот, вся травля ее там и так далее, она, ну, такая искусственно подогревалась, чтобы вот выслать этих агентов, там, законспирированных в Соединенных Штатах Америки. Ну, вот ее сейчас откупорили, короче, она там вот этими занимается. Ой, там, да мы, да ЛГБТ, да, там еще что-то чушь какую-то они там порят совершенно. Ну вот я помню это тупейшее ее интервью, я не знаю, там удалили его, не удалили, ну нужно сказать, ну сиди с тупыми, ну вот эти же репрессии, ну да, там какие-то же репрессии же были, короче. Бурятошек же там, короче, весь цвет бурятской нации же репрессировали, там, уничтожили. Да, типа, башкой своей тупой мотает, короче, я такой думаю, господи. Ну ладно, бывают необразованные, там еще какие-то там глупые там и так далее. Но зачем это всему миру показывать, короче? Ну, то есть нужно хотя бы немножко посидеть, хотя бы в Википедии немножко посчитать. Знать, по крайней мере, кого репрессировали, а то они там всех туда загоняют, короче. Хотя я, например, считаю, что коммуняк вот этих бурятских правильно сделали, что репрессировали. Конечно. Ну, они просто ненормальные были. Они психически вот эту Сахьянову нужно было вообще удавить. Но поскольку она вот это была ненормальная, короче, там репрессии в Чувашии осуществляла там в 30-е годы. Дожила старуха, короче, до старости, до самой. Да ничего они там не двигают, господи, там. Это разный спектр абсолютно. Другое дело, что они там, конечно, могли там на общей ненависти к бурятским, к настоящим бурятским националистам, потому что этот же, ну сразу было понятно, что этого там на площадь пригнали, короче. Я же помню, сейчас я буду фотки выкладывать, там эти. Подписывайтесь на телеграм-канал записки Зуртановцы. Зуртановцы называется. Сейчас, подождите, я вам скину даже сюда. В чатик. Сейчас в чатик мы сейчас. Так, а почему-то я не могу в чатик отсюда сбросить. Сейчас мы вам скинем Зуртановцы. Я там начну опубликовывать фотографии, короче. Внезапно обнаружил, короче, там фотографии у меня. Там с этим персонажем, короче, будем. Ну, поугараем вместе. Так. Так, где моя трансляция-то, боже мой? Сейчас мы это сделаем. Так, почему-то я не вижу свою собственную трансляцию. Сейчас попробуем другой метод. Инный метод. Так, наживо. Угу. Угу. Сейчас брошу вам адрес. Так, буду там фотки выкладывать, подписывайтесь. Это мой резервный канал. Резервный канал, вот сейчас он появится. И сейчас еще второе для подписки. Там это Бурятский республиканский центр. Скоро мы его презентуем. Значит, будет у нас работать в области, в том числе правозащиты, образования. Буду искать какие-то варианты для того, чтобы, ну, бурятошек, все-таки я принял решение, что да, бурятошкам, ну, вот тем, которые политикой не занимаются там и так далее, им надо все равно один черт, короче. В Европу попадать, будем заниматься выбиванием различного рода грантов, стипендий каких-то, возможно, и так далее. То есть на каком-то сотрудничестве, короче. И думаю,
думаю, что эта идея, она пойдет, короче. То есть будем молодых бурятских националистов вывозить в Европу, обучать. Так что будем обучать, в том числе, как шатать рашку. Будем обучать польскому опыту. Я уже думаю, кстати, как это все реализовывать. Наблюдатель пишет, а где ваш Дима Баиров с эфира ушел, нигде его не видно, не слышно. Ну, не знаю, задайте этот вопрос Баирову, в конце концов. Номер телефона вы его знаете. По-моему, там телега к нему привязана, там еще какие-то. Я с Дмитрием Баировым больше не сотрудничаю. Там, не помню, когда я этот пост опубликовал, короче. Ну, там, мягко говоря, как-то странно. То есть, ну, бывает такое, депрессия. Ну, выгорел чувак, короче. То есть, разные причины. Может, запугали. То есть, почему нужно человек, чтобы с интеллектом-то был, да, с университетским образованием, что его просто так не запугаешь. А простые люди, ну, они склонны там к тому, чтобы бояться там, за родственников, еще какие-то надуманные. Из последнего, что я знаю, что у него там паранойя какая-то развелась очень сильно. Ну, это должно лечиться, конечно, потому что сам себе человек такой не поставит. Есть такое посттравматическое расстройство, и это оно не обязательно возникает только у военных, то есть у политических активистов, типа Баирова, короче, у него ПТСР может развиться. И один из признаков ПТСР это, короче, паранойя. Ну, то есть в дурку надо лечь. А многие же, ну, особенно вот такие персонажи, которые, ну как в дурку, это что, дураком меня признают, что ли? Ну, то есть, типа, вышел, там, это, ему там справку какую-то накатает. Ну, нет, конечно, то есть, тебе надо лечь, просто полежать, там, ну, что-нибудь прокапают, какие-нибудь витамины, там, обследование сделают. Может, у тебя действительно там на фоне какого-то стресса, там, может быть, какое-нибудь психическое заболевание там раскрылось и так далее. Ну, всякое бывает. Ну, например, у Шафирова такой, у него, ну, он реально параноик. Ну, больной человек просто, ему нужно это как его, плюс он еще усугубляет это дело, значит, употреблением алкоголя, причем там созависимость, там несколько персонажей, они созависимых, короче, ну и на бутылку приседают. Вы же видели вот эти все журчания оппозиции и все прочее, там, что у этого человечка-то там, о ком мы ранее говорили, в США-то там приключалось, короче, ну то есть это же вообще, ну, тихий ужас просто-напросто. Редкостная, так скажем, позвольте мне, меня сказать, ну, то есть, это редкостная дискредитация, если такой человек себя оппозиционером называет, ведет демонстративно, то есть, ну, любой психиатр скажет, что это алкогольная зависимость, извините. То есть, удаленно можно даже диагноз поставить. Так. Да вообще пофигу, ну меня путают с этим, как его, с Алдаром Гунтуповым. Гунтупов тоже куда-то потерялся, короче, последний раз там где-то он появился, но я ему пишу, короче, а он боится ответить. Ну, тоже там паранойя какая-то. Так. Сейчас тут проблемы с зубами возникли. В общем, короче, видимо, буду удалять зубы. Ну, это не в самый лучший момент, короче, это попало. Так. Алексей пишет. Бурят, бурят, конечно. Знаешь, какой русский повесит Лешку Навального? Только буряты могут это сделать. Ну, конечно, особенно если это утяжеленная, например, там, семейная, да, составляющая. То есть, было нормой, например, в семье там бухнуть, короче. Или, например, ну, вот эти всякие застолья, там, все прочее. Вот раньше детей, например, я помню, на застолье вообще, ну, не приглашали. Я как-то, ну, стремился попасть на такое. Помню, даже там рюмаху даже опрокинул года 3, наверное. Там, с коньячком, с армянским. А я считаю правильно, что вот в бурятских семьях не допускали на какие-то пьянки, гулянки детей, потому что
Там же все радуются, чокаются, веселые, все эмоциональные и так далее. И некоторые дети, они могут вот это поведение копировать, короче. И даже вот фильмы там некоторых изображаются там, да, что вот эти пьянки, застолья, это как дети даже, ну, могут играть в такое. И это неправильно, потому что действительно, что подрастая, да, и вот им нужно обязательно, что вот этот выпивка, это праздник, застолье какое-то, да, они думают, что это некоторый отдых, что можно отдохнуть и все прочее. Это приводит неизбежно к алкоголизму, причем к системному, особенно у тех людей, у которых есть легкие деньги, так скажем, которым там не надо детей содержать, ипотеки всякие платить, не надо там алименты платить, например, да. То есть вы спросите этого отца там троих детей, которые в Америке живут, он вообще алименты платит, там с Америки что-нибудь шлет, какую-нибудь копейку? Да нет, конечно. То есть тут просто, ну я не знаю, людишкам, наверное, нравится, то есть умные это тяжело люди, ну как Абаев, например, да, ну вот в конце жизни оказался всеми покинутый, да, короче. Ну, умный человек, то есть интеллектуальный, спора нету. Но тяжело с такими людьми, тяжело. И поэтому, конечно, ну вот какой-нибудь выпивоха примитивный, короче, ну для людей развлечения, например, ну вот сейчас сидят там 13 человек, меня смотрят, короче, ну трудно там, мозги начинают работать, есть многим захотелось там, например, что-то на жизнь свою убогую по-другому начинает глядеть, там, да, например, ну, в депрессию начинает впадать. А когда пьянка, гулянка, там, значит, там какие-то эти простые истины такие вот, примитивные, что-то там рассказывает, говорит и так далее. Конечно, о, наш человек, типа, там, дай-ка прибухну, там, туда-сюда. Ну, вот кто бухает сейчас, напишите. Кто выпивает сейчас, меня смотрит. Все отставили бутылки, все думают о судьбе Россиюшки, о судьбе Бурятии, как там, блядь, русню сбросить, короче, как это. Вот, тяжело, трудно. А мозг, он должен отдыхать, особенно у примитивных людей, у которых, ну, там, 3-5 классов образования, да, они должны, они дольше восстанавливаются. Вот меня там один доставал меня там, ненормальный, куда он там сейчас делся, я не знаю, но, в общем, по последней информации, он мне бухой с Кореи звонил там, ругался со мной, короче. Тем не менее, кто ему Корею рекомендовал? Ну, то есть я в жесткой форме просто сказал, что ты дебил, ты для Европы не подходишь, тебе нужна Корея, короче, едь в Корею. Там физически поработаешь, короче, а 8 немножко мозгов добавится, короче. Ну, вот из последнего, что я знаю, был в Корее. Правда, сейчас недавно какая-то непонятная информация проходила, что там какой-то Буритосина или кто ли там где-то в Германии застрял. Типа его там не хотели там то ли депортировать, то ли что ли, его там условия не нравятся, его там кто-то там решил загнобить. А я говорю, ну а кто такой-то? Ну, неизвестно о нем, ну что за дурак-то, что за дебил-то, короче. Что он думал там? В Германию приедет, и там медом намазано, что ли? Ну нет, конечно, будет жить там в условиях там хреновых с арабами там и так далее. А те ребята тоже за себя умеют постоять, короче. Что он думал, что если он там приехал, этот дурачок там в Германию, что он там белый человек, что ли? Да нет, его сразу быстренько ему указали его место, короче. Особенно вот эти немецкие работники. На Жарай Боро пишет 3-4. Ну, конечно, а когда спаивание это началось? Это же вот Вов, вот эти герои это вернулись, там же, вот почитайте воспоминания этих колхозников, да, дедов, короче, когда им приходилось просто их ногами и кулаками, эту молодежь военную, да, которую с боевым опытом там и так далее, герои вернулись. Они же там застолья вот эти устраивали на несколько дней, там, изнасилованием занимались и всем прочим, чем они привыкли заниматься. Сейчас вот то же самое пойдет. Другое дело, что там уже, ну, как бы, там уже местные жители-то, ну, вышел такой там 20, короче, да, какой-то перец. Что-то там начал старикам. Ну, ты ж бурят, ты же понимаешь, что с стариками должен уважительно общаться, короче. Ну, они его 12 раз, точнее, не они его, а он 12 раз на нож упал. Ну и все, что. Вот так бывает. Так. Ну, у нас один такой потерялся в научной среде, тоже приехал там какой-то непонятный. А там был телефонограмма была, а вы в курсе, что к вам едет с Украины, короче, ну там персонаж ученый, типа, на конференцию. Все такие, ну не приглашали там, не
никакой связи не было и так далее. Ну, он просто за свой счет решил поехать там, по старой грусти решил поехать. Это все, его приняли там и так далее. Вот он уходит, блядь. И все, и пиздец, и пропал, короче. И мы его там несколько вместо того, чтобы на заседаниях это по лесу там гоняли, короче. Его искали там где-то. Ну, я думаю, что он там где-то пошел там где-то закопался, может быть. Там делирий какой случился, короче, он там в леса какие-нибудь ушел, там где-нибудь умер. Так. Александр Бубеев, кто это был? Татарова? Балтия сейчас бомжует во Франции. Ну, не бомжует она там, в принципе, во Франции условия хорошие, но во Франции условия хорошие для семейных, короче. То есть, если у тебя большая семья, то там беженство с большой семьей очень хорошее. Ну, а французы, они шовинисты страшные. И без интеграции, то есть без того, чтобы учить французский язык, там очень сложно. Многие французы, конечно, понимают английский язык, но там рассказывал один чувак прикол, короче, о том, что когда там, ну, многие ездят в Испанию на собственных автомобилях через Францию. И что-нибудь ты спрашиваешь там, значит, работника какого-нибудь магазина, короче. А он такой, ну, на английском, короче, там. А он не би, не ме. И там, говорят, есть такой прикол. Берешь самое дорогое бухло и начинаешь с ним объясняться, короче, в руках держишь. И вот он тогда, француз, он видит, что дорогое бухло в руках, короче. И он начинает по-английски вдруг внезапно вспоминать, что он английский знает, короче, и начинает изъясняться вполне. Ну и вот ты выуживаешь из него информацию, откладываешь бутылку, говоришь, ой, что-то с головой случилось, я же за рулем не могу бухло покупать, а вот просто, ну, интересует, вот сколько стоит там туда-сюда, короче. То есть чувак не покупает это, но получает какую-то информацию. Вот этим лайфхаком пользуйтесь, если будете во Франции. Ну, что там, ну, не бомжует, но там же инфо-цыганство, то есть там тяжелая жизнь, нам пришлите денежек, там, короче, авось Илма Дагаева что-нибудь там вышлет. Ну, есть методы, то есть на меня тут люди выходили и говорят, давай там, типа, это там через крипту что-то прогоним, там, туда-сюда, пятое, десятое. Я говорю, не, я же нищий, короче. А Балтатарова-то богатая женщина, короче. Ну, там на этих, на подрядах с этим, и подрядах и откатах там с Наговицыным, там, наверное, она взяла. Ну, по слухам. Опять же, по слухам. Так, ладно. Я уже 53 минуты в эфире, короче. В общем, зуб заболел страшно. Ну, в общем, ладно, короче, дорогие друзья, это, наверное, прекращу эфир. В общем, сейчас завтра постараюсь что-нибудь провести, а может быть какой-нибудь коротенький стримчик. В общем, присоединяйтесь. Подписка, лайк, репост приветствуется. Ну и помните, что я террорист. Просмотр моего канала, короче, может, значит, негативно сказаться, допустим, ну, вдруг обнаружат. Чистите обязательно историю, короче. Да, и подписка тоже на каналы может что-нибудь спровоцировать. То есть, если вы боитесь, у вас там патологическая паранойя, вы находитесь в рашке, не смотрите, не подписывайтесь, короче. Но у нас самая объективная информация по Бурятии. Про всех все знаем, про всех все расскажем. Про каждого активиста. Всю чернуху вы можете услышать только на нашем канале. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Помни это, говори это, знай это.